На Среднем Урале, где по последним данным живет 160 тысяч татар, до сих пор нет ни одного кафе или ресторана татарской кухни. Чтобы исправить ситуацию, в этом году два студента и мастер обучения одного из профессиональных училищ Екатеринбурга впервые побывали на стажировке в Казанском международном колледже сервиса. В том, что стажировка прошла успешно, я убедилась вчера. Вот то, что приготовлено на нашем столе, вот эти двое ребят, они друг друга понимают, я только любовалась. А у них руки сами играюще готовят национальные блюда. Секретами приготовления беляшей, учпучмаков и чакчака начинающие кулинары поделились на дне татарской кухни. Он был организован при поддержке Свердловских министерств образования, торговли, а также регионального посольства Татарстана. В татарской кухне больше выпечки. Если в русской кухне там супы, да, первое, второе, а там больше выпечки. Беляшевые делают все тоже. Все с тестом. Основу татарской кулинарии, кроме выпечки, составляют мясные блюда. Но под запретом мясо свиньи, а также некоторых птиц, считающихся священными, например, сокола и лебедя. Одно из главных ограничений касается вина и других алкогольных напитков. Зато чай со всевозможными сладостями – гордость татарской кухни. Какая вкуснятина, молодцы. Фаворит всех татарских праздников, конечно, чакчак. Второе блюдо по популярности – губадия – круглый пирог с высокой многослойной начинкой. В нем всегда должен быть корт, то есть красный сушеный творог. В уральских магазинах его в продаже нет, поэтому местным хозяйкам, чтобы приготовить губадию по всем канонам, приходится совершать чудеса кулинарной техники. Не все ингредиенты, не все компоненты невозможно найти. Если сами приготовить, то это трудоемкая работа, но некоторые делают, конечно, в домашних условиях. Долго надо кипятить молоко, добавить коты, добавить сахар, масло до покраснения. День татарской кухни в Екатеринбурге не ограничился презентацией и дегустацией блюд. Гостей научили готовить кыстыбый – лепешку из пресного теста с картофельным пюре. Не обошлось и без татарских песен в исполнении местных творческих коллективов. Альфия Габдушева, Сладкий Ямов, телеканал «Татарстан. Новый век», Екатеринбург.